Пока другие страны запускали бездушную электронику, мы отправили в космос собаку, а следом человека. 60 лет назад его легендарная «Поехали» облетела всю планету. Кто бы мог подумать, что человек, так высоко оторвавшись от Земли, мог сохранять самообладание, пить, есть, да еще и делать записи карандашом. Юрий Гагарин улетел в космос старшим лейтенантом, а вернулся национальным героем. Я обыкновенный русский человек, такой же, как и десятки, сотни тысяч советских юношей и девушек. А когда его привезли, толпа кинулась, чтобы взять у него автограф. Я тоже ринулся, он успел мне автограф. Но я не только его автограф взял. Когда его корабль привезли, я еще оторвал кусочек от этого корабля «Востока». Он встречался с ним и раньше и проектировал тот самый первый советский космический корабль, работая под руководством Королева. После гибели Юрия Гагарина ученый Урал Закиров продолжил работу с межпланетными станциями. На Кубе с помощью радионаблюдения управлял новыми кораблями, отправлявшимися на Луну. Мечты о космосе стали отчетливее. После первого выхода в космос заявку на полет подали все его коллеги. Урал